Здравствуйте, вы смотрите программу «Гунтар ТВНД». Сегодня 1 июня. Депутаты рассматривают, как обычно, в четверг, согласно регламенту Джуркинеша, рассматривают вопрос разное. Далее депутаты рассмотрят ряд международных соглашений, в том числе кредитное соглашение с ЕБРР и Евразийским фондом стабилизации и развития. Более того, депутаты сегодня рассмотрят вопрос об установлении в городе Бишкек памятника «Первый учитель». Сегодня 1 июня, в Кыргызстане празднуется День детей, и сегодня Турага Джуркинеша с трибуны поздравил с данным праздником. И депутаты в ходе разного поднимали социально-экономические вопросы, в том числе и вопросы молодежи. Здравствуйте. В ходе разного вы выступали с проблемой молодежи. Что за здание вы хотели предлагаете передать Центру молодежи? Разрешите сначала поздравить всех наших детишек с праздником. И я считаю, что взрослые люди, родители, близкие, государство, в первую очередь, мы должны обеспечивать безопасность детей, создавать более благоприятные условия. Это все записано в нашей Конституции. И сегодня в разном я предложила и ранее поднимала этот вопрос. Пустующее здание гостиницы «Иссыкуль» передать под больницу, под детскую больницу. К сожалению, когда мы посещаем детские больницы, которые находятся в Джале, третья больница, там замечательные врачи, но условия для работы, условия для лечения наших детишек очень ограниченные. Дети находятся в коридорах с родителями, с мамами. Поэтому я думаю, передача этого пустующего здания под детскую больницу это будет правильным решением. Другой депутат Джуркинеша, Ирина Юрьевна Карамушкина, она сегодня предлагала передать здание другой гостиницы Нарын. Да? Какие меры вы предлагаете и каким образом можно это будет передать на баланс? Это мэрия сможет ли пойти на такие меры? Вы знаете, действительно довольно-таки запутанная история с этим зданием, несмотря на то, что действительно оно имеет свою архитектурную ценность, как архитектура советского периода. И, в принципе, оно ранее, когда-то, какой год, не помню, оно находилось под защитой государства. Потом вот эти вот махинации приближенных тогда к экс-президенту Акаева, все эти схемы привели к тому, что его сняли, так сказать, с государственной охраны, и начались перепродажи этих зданий из рук в руки. На сегодняшний день я помню, что в 2014 году я поднимала вопрос о передаче здания для молодежи. То есть это сделать большой республиканский дворец молодежи. Потому что тогда именно в этом году наши ребята-КВНщики, они выиграли на больших площадках игру. И я помню, что для своих репетиций они постоянно искали здания, постоянно искали помещения. При этом, когда они так возвысили нашу страну, мы все им хлопали, аплодировали. Но, опять-таки, сколько прошло времени, никак вопрос не решается, чтобы не только строили жилищные комплексы, но и здания для молодежи. Я считаю, что этот вопрос нужно все-таки более решительно взять государству, и не надо его ломать. Оно, кстати, я узнавала, оно выдержит 9-бальное землетрясение, это здание, 9-бальное землетрясение. То есть настолько в советское время строили качественно и на века. Вы поднимали проблему детей, имеющих инвалидность. Какие меры вы предлагаете для решения ряда их социальных проблем? Во-первых, хочу поздравить всех наших кыргызстанцев с Международным днем защиты детей. И мы в ответе за будущее детей. Мы не должны только ограничиться словами поздравления. Мы должны создавать условия для них, чтобы они могли полноценно развиваться, чтобы они могли в детские сады ходить нормально, чтобы обеспечить школьными местами, дать качественное образование, дать возможность развитию здоровья, безопасность. Вот это все входит в функции старших, и я считаю, что и депутатов в том числе. Кроме того, я поднял вопрос о пособии для детей инвалидов, для детей, которые имеют ограниченные возможности. То, что они сегодня получают, это мизер. Если учесть, что и лекарства дорожают, а все они сидят на лекарствах, и все те предметы, которые пользуются, скажем, дети, они дорожают, а размер получаем пособие, значит, 3000 первая группа 3000 сомов, вторая 2500 и третья 2000. Разве это деньги на сегодняшний день? Поэтому я призываю и буду, значит, настаивать на том, чтобы правительство повысило эти пособия. И потом есть еще группа детей, которые
имеют более тяжелую форму, скажем, ограниченности здоровья. Да? Это вот ДЦП. Вот. Здесь постоянно нужен уход взрослых, родителей. Они сегодня работать не могут и бросить своих детей не могут. Это тот случай, когда нужно дифференцированно тоже подходить. И их, я думаю, не очень много. Поэтому правительство должно на эти вещи обращать серьезное внимание. Сегодня вот тоже в ходе разное депутат, лидер фракции СДПК Исайя Шишенкович, он поднимал проблему повышения пособий для детей, имеющих инвалидность. А какие меры вы предлагаете? Повышение пособий – это, безусловно, важный вопрос. Я поднимала этот вопрос еще и в 5-м созыве, да, и более того, мы вносили предложения в правительство, мы вносили законопроекты, но это упирается, как правило, в ограничение бюджета и в слова Минфина о том, что денег нет. Я категорически не согласна с такой формулировкой. Я считаю, что должна быть, во-первых, комплексная программа, во-вторых, конечно, пособие – это важно, но не только. То есть речь идет и о создании возможностей для развития, лечения, образования. Один из вопросов, который я подняла, это почему правительство много лет не ратифицирует, не вносит в Джогорку-Кенеш для ратификации Конвенцию о правах инвалидов. Это международная конвенция, которая создает законодательное поле для того, чтобы включились механизмы защиты, реальной защиты детей с ограниченными возможностями, и не только детей, людей с ограниченными возможностями. Вместе с тем опять Минфин говорит, денег нет, и на этом все останавливается. Но это не ответ, это на самом деле отмашка просто правительства от реальной проблемы. Еще один момент, на который я обратила внимание, это, вы знаете, вот судьба центра Алтын-Балалык на Иссык-Куле. В свое время Акаева, очень громко Майрам Акаева заявила об этой программе, но понятно, что, скажем так, она не была доведена до конца. То есть этот центр, он был громко заявлен, но он потом просто стоит, вы знаете, абсолютно обездвиженным и разрушается. Средства на поддержание уходят, а вместе с тем в стране очень много детей с ограниченными возможностями, которым некуда поехать. Они просто даже не знают, что такое Иссык-Куль, что такое отдых, да, реабилитация. Не имеют таких возможностей, ни средств, ни места. Я 2 года назад предложила в Джогорку-Кенеше Минздраву, на чьем балансе находится Алтын-Балалык, все же заняться этим вопросом. Поставить вопрос перед Минфином в правительстве об изыскании средств из бюджета. Можно, извините, сократить многие расходы на чиновников и эти статьи перевести на то, чтобы вложить в центр, он государственный, он на балансе Минздрава, и он никак не используется. Депутаты сегодня поднимали проблему повышения пенсий и выплат для детей, имеющих инвалидность. Вы же, в свою очередь, подняли проблему с обратной стороны повышения заработных плат медиков. Насколько сейчас ситуация обстоит и каких именно первичных или вторичных звена для сотрудников медицинских служб? Здесь комплекс проблем. Был съезд 18-19 мая в городе Ош, проходил республиканский съезд врачей общей практики и семейных врачей. И вот там вот эти вопросы рассматривались, и просьба, это крик души врачей, потому что зарплата в 5000 сомов, ну, с добавками, с надбавками там чуть больше, но этих денег катастрофически не хватает. Вот поэтому они в резолюцию внесли такое обращение в адрес Джогорку-Кенеша и в адрес правительства нашей страны, чтобы рассмотрели вопросы надбавок. То есть несколько лет назад были надбавки за участковость, то есть за патронаж на дому, когда вот участковый врач обходит и на дому обслуживает больных. Вот эти надбавки убрали. Вот они просят, чтобы эти надбавки вернули, хотя бы на первом этапе, чтобы эти надбавки вернули. Потом за внеурочную работу. Это врачи первичного звена. То есть в здравоохранении есть 3 уровня. Есть первичный уровень, семейные врачи. Второй уровень – это стационара. И 3 специализированный уровень. Вот основная проблема здравоохранения, вот как мировая практика показывает, 80% вопросов по здравоохранению решается на первичном уровне. То есть это предупреждение заболеваний, распространение заболеваний, роста заболеваний. И все люди, которые заболевают, они обращаются к участковому врачу, то есть к врачу общей практики, семейному врачу. Вот, поэтому, раз они являются фундаментом всего здравоохранения, они просят, чтобы правительство должным образом тоже отнеслось к ним. И
рассмотрели вопрос надбавок, вопрос соцпакета. Вот соцпакет, люди, которые работают на селе, у них, у этих врачей ситуация тяжелее, чем у тех врачей, которые работают в городах. В городах легче, в городах населения больше, обращаемость. Вот, а в селах там очень сложно выживать на эти деньги. Поэтому они внесли в резолюцию. Я сам участвовал в работе этого съезда. Вот, я поддержал это, и вот сегодня я озвучил от лица вот этих всех врачей, семейных врачей республики. Спасибо большое. Спасибо большое. И на этом программа «Гумтар ТВ» завершена. Спасибо. До свидания.